Приветствую вас, республиканцы! Митинг за защиту социально-экономических и политических прав граждан объявляется открытым! Мы сегодня здесь собрались по очень важным причинам. Первое – это незаконное строительство полигона на станции ШИС в Архангельской области. Мы все против данной мусорной аферы Орлова и Собянина. Но над нами нависла новая угроза, о которой мы не ожидали. Мусорный полигон продавливает МВД Республики Коми. Виктор Николаевич Половников дал приказ сопроводить бензовозы на стройку полигона для московского мусора на границу нашего региона. Позор! Позор! Они провели воинскую операцию, по-другому это назвать нельзя, на чужой территории, дружественной к нам. Вы все прекрасно знаете, что тут выступают и приехали сюда поддержать данный митинг жители Урдамы. Так зачем это надо было делать, если там находятся наши друзья? Ехать к ним в Балаклава в сопровождении, 2 бензовоза сопровождало, 10 единиц техники. Позор! Кричим громче. 1, 2, 3. Позор! Но у нас есть еще вторая тема. Это социально-экономическое положение богатейшей республики Коми. Мы живем в богатой стране. Мы живем в богатой республике. Но почему у нас пустеет холодильник? Почему у нас развал и деградация? Почему разорены села? Кто в этом виноват? Власть виновата. У нас тут есть команда гастролеров. Во главе Порядин, Морозов. И во главе этой всей шайки кто? Габриков! Габрикова куда? Габрикова! Габрикова! В отставку! В отставку! В отставку! Первым, но мы также, забыл маленький нюансик сказать, но мы вернемся к этому позже, про то, что действия полицейских не ограничились просто провозом данной техники на станцию ШИС. У нас выступят люди, которые были, дежурили добросовестно на посту переправа. Они неоднократно останавливали бензовозы. Я сам свидетель этого факта. И охраняли и не позволили проехать бензовозом простые граждане, уважаемые жители не только Республики Коми, но и Архангельской области. Что сделали наши полицейские? Эти люди охраняли не просто, они против строительства полигона станции ШИС, они также охраняли стратегически важный объект. Все мы прекрасно знаем, что на станцию ШИС можно проехать только по газопроводу. Это стратегически важный объект не только для Республики Коми, но и для всей страны. И что делает наша власть с полицейскими? Они устроили репрессии. Они людям, нечего сказать спасибо, они им сделали штрафы, заставляют работать принудительно. Разве это правильно? Они сегодня выступят у нас, и вы их увидите. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад,
что сегодня, несмотря на свежую, морозную погоду, так много людей пришли выразить свою солидарность с борцами, ведущими борьбу на станции ШИЭС, готовые поддержать крепостью своего духа тех людей, которые, не жалея своей крови, стоят на защите рубежей от мусорных оккупантов. Да здравствуют эти люди! Слава им! Давайте посмотрим, что мы сегодня имеем в нашей республике. Несмотря на большие, огромные богатства, несмотря на то, что мы с вами богатейший регион в Российской Федерации, люди продолжают нищенствовать. Люди живут плохо, качество жизни падает. По всем показателям наша республика находится чуть ли не в последних числах рейтинга в Российской Федерации. Сегодня еще нам московский мусор собираются привезти и высыпать на головы. Это результат той колониальной политики, которую проводит Федеральный центр по отношению к регионам Российской Федерации и к Республике Коми в частности. Сегодня мало того, что такой беспредел творится в социальной сфере, в политической сфере. Посмотрите, какой полицейский беспредел творится на станции ШИЭС. Сегодня уже мы об этом говорим больше всего. Это все результат действия нынешней власти, нынешнего режима, который опирается на полицейскую дубинку, а не на большинство граждан нашей страны. Согласны со мной? Посмотрите, что происходит в совхозе имени Ленина, который возглавляет кандидат в президенты Российской Федерации Павел Грудинин. Его почти полностью пытаются разрушить, уничтожить это прекрасное народное предприятие. Между тем, там находится лучшая школа в Европе. А этот глава так называемой республики Коми Гапликов за 4 года не может одну школу в республике Коми построить. Позор ему! В отставку этого Гапликова и всю единую Россию! Согласны? В отставку! В отставку! В отставку! В отставку! Спасибо! Добрый день, дорогие сыктывкарцы! Добрый день, Коми Республика! Коми Республика – это моя родина, потому что я родилась в Воркуте. Я с огромнейшим сердцем и радостью опять присутствую здесь среди вас. И опять хочу говорить с вами о ШИЭСе и о том, что сейчас там происходит. Но в первую очередь я бы хотела сказать, мы говорим все об экологии. Но главное, что упустили господа, которые решили строить помойку на ШИЭСе, и они не просчитали это, и об этом они не подумали. Они не подумали о менталитете северного человека. Сюда, на север, в годы крепостного права сбегали свободные люди. Сюда, на север, во время царского правления посылали свободных людей. 37-й, 33-й годы сюда высылали свободных людей. И север – это север свободных людей. И прежде чем строить помойку, надо было подумать о тех людях, которые здесь находятся. Надо было подумать о коми народе, который твердый, смелый, который всегда стоит за свой край, который стоит за свой язык и никогда и никому свою землю не отдаст. И здесь собрались смелые люди, мужественные люди, которые свой край не продадут и не отдадут. Я бы хотела отметить женщин, русских, простых северных женщин. Это те, которые в первую очередь почувствовали опасность для своих детей. Это те, которые поняли, что если не они, то никто не сможет защитить своего ребенка и свой родной край. И рядом с крепкими женщинами, северными, стали их мужчины. Крепкое плечо мужчины, без которого не обойдется ни одна женщина. Вот это вот все забыли те люди, которые решили превратить наш север в помойку. Архангельская область и Коми Республика – это единое целое. Только в консолидации
двух этих республик и в консолидации всех регионов России мы сможем отстоять свое будущее. Если мы отстоим ШИЭС, мы спасем Север. Спасем Север, мы возродим Россию. Я бы сейчас хотела обратиться к правоохранительным органам наших регионов, правительству нашего региона. Надо слушать народ. Надо понимать народ, о чем он с вами говорит. Без этого понятия вы выступаете против народа. Вы выступаете за то, чтобы началась война с народом. Этого нельзя делать. Самое главное – это народ, который живет в нашей России, который живет в наших республиках. За свободный Север. Эти перчатки мне связали женщины с бессрочки. Здесь написано: я против свалки на севере. Мы все против свалки на севере. Спасибо вам огромное. Руки прочь от ШИЭСа! Руки прочь от ШИЭСа! Руки прочь от ШИЭСа! Добрый день! Столица Республики Коми! Сегодня нас объединяют многие проблемы, и среди них, конечно, ШИЭС. Говорят, что ШИЭС стало именем нарицательным, но я считаю, что ШИЭС – это имя собственное для каждого из нас, для всех, кого разбудил шиитский напад. Сегодня тяжело воспринимать то, что власти встали за спиной у своего народа. Те, кто давали присягу и говорили, что будут верно служить своему народу. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, братья и сестры! Я вчера целый день, рано утром мы поехали на ШИЭС. Я видел своими глазами этот подвиг людей. Людей, которые встали на защиту своей родины, на защиту своей земли, на защиту жизни своей и своих детей от наглого, хищного, вороватого капитала. Вот вы говорите, Москва. Я сам коренной москвич. И мы сегодня в Москве гордимся вами, защитники ШИЭСа. Потому что вы защитники России, вы защитники Москвы. Поэтому простите за то, что они используют наше имя и везут эту грязь сюда, в священную, чистую землю Республики Коми, землю древнего русского севера. Мы не допустим это, мы с вами. Знаете, мы с вами сегодня вся Россия. На ШИЭСе я видел людей, которые приезжают с разных концов Родины. Вы сегодня Россия, ваша борьба. Это не просто борьба одного региона нашей страны. Это борьба всего народа нашей Родины за право быть человеком, за право быть гражданином, за право на будущее. Ведь что происходит? Посмотрите, мы им говорим: стройте заводы по переработке, стройте заводы по сортировке, сортируйте. В Европе, я объехал все страны Европы, специально разговаривал, везде стоят контейнеры разные, для пластмассы, для бумаги, для этого. Почему это можно делать даже в Турции? Это можно делать где угодно. Это нельзя сделать здесь. Почему? Ответ простой. Потому что они хотят закапывать яд в нашу землю, получать за это деньги, которые мы же им будем платить, в виде так называемого мусорного тарифа или наши налоги. Потом эти деньги переводить за границу, туда, где хорошо, где нет мусорных свалок, и там жить, а на нас им плевать. Это преступная власть. Эта власть не может править нашей страной. Эта власть не для народа, и мы ее не выбирали. Они сами себе присвоили право быть господами. Это оккупационный режим. Это режим, который ненавидит Родину, потому что это не их страна. Они зарабатывают здесь деньги, а мы должны здесь подыхать. Этого не будет. Долой преступную власть. Да здравствует ШИЭС. Да здравствует защита нашей Родины. Да здравствует Коми. Да здравствует Россия.
Еще один хочу вопрос затронуть. Я долгое время был членом Совета по правам человека при президенте и по межнациональным отношениям. Из Совета по правам я вышел после избиения так называемыми казаками москвичей. Помните, избивали в центре Москвы нагайками? Какие-то бандиты, которые финансируются Собяниным. Ни один не наказан. Ни один. А москвичи опять избивают дубинками, как летом этого года было. А из Совета по межнацию я вышел после указа о запрете фактически национальных языков. Я не согласен с этим абсолютно. Я считаю, что коми-язык, языки других народов не надо противопоставлять русскому языку. Как говорил Ленин, великий русский язык не нуждается в защите государственных чиновников. Люди к нему и так будут привыкать, но мы обязаны поддерживать национальные языки. Поэтому я сегодня обращаюсь к народу коми тоже. Знаете, что мы с вами. Ваша борьба за национальные языки, за язык коми, это борьба за Россию, за огромную, прекрасную, свободную, многонациональную, демократическую страну. Нет преступной власти, которая превращает нашу родину в свалку. Защитим ШИЭС! Защитим ШИЭС! Защитим ШИЭС! Спасибо, друзья! Здравствуйте! Я здесь не как председатель общественной организации «Коми». Я здесь как житель нашего региона. Я родилась в Сыктывкаре, и я как эколог понимаю, чем нам будет грозить свалка на ШИЭСе. Эта свалка всего лишь в 95 километрах от нашего города. Надо понимать, что ученые нашей республики рассчитали, чем грозит уже сейчас, даже без строительства эта свалка, если она будет. Если говорить просто, через 1,5 часа после того, как загорится свалка на ШИЭСе, вся эта дрянь придет к нам в Сыктывкар, проходя через Иствымский район, Жешер, Казлук и все населенные пункты. Что это будет? Это будет Волоколамск-2. При этом в Волоколамске за один только выброс пострадало 300 человек единовременно. 50 из них были дети, которые слегли с тяжелейшим отравлением. У кого из вас есть дети? У кого из вас есть престарелые родители, которым тяжело? Так вот, если построят ШИЭС, всем им угрожает смертельная опасность. Это не голословно, так и есть, потому что отравление вплоть до предсмертного состояния. Это только отравление воздуха атмосферного. Надо понимать, что свалочный фильтрат – это отравление воды. Такое отравление, которое наша природа не сможет преодолеть. У каждой системы есть предел, когда она может сопротивляться. Так вот, если построят ШИЭС, все внутренние воды, подземные и внешние, будут загрязнены. Мы можем говорить, вычек дотечет в этом месте в другую сторону. Да, но у нас попадает Визинга под зону поражения, потому что ее воды берут начало шиитских болот. У нас попадает Иствымский район, потому что все подземные воды сообщаются. Так что мимо нас ШИЭС не пройдет никогда. Руки прочь от ШИЭСа! 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 Что мы можем сделать сейчас? Приостановить эту стройку. Во-первых, говорить всем друзьям, знакомым, близким, соседям, таксистам, везде, где вы находитесь, говорить о том, что нельзя строить свалку на ШИЭСе. Вы можете помочь активистам, передать теплые вещи, продукты питания, потому что они там постоянно, и это требуется постоянно. Если вы не знаете, где тут стоят палатки, вы можете подойти. Вы можете помочь финансово, потому что помимо того, что необходимо, продукты питания, теплая одежда, генераторы, еще необходима защита наших активистов от произвола полиции, для оплаты штрафов. Это все тоже можно сделать здесь. Каждый из вас может внести посильный вклад в закрытие этой стройки навсегда. Закроем ШИЭС! Закроем ШИЭС! Закроем ШИЭС! Здравствуй, Сыктывкар! Здравствуй!
Дорогие друзья, здорово, что все мы здесь сегодня собрались, несмотря на такую прекрасную погоду. Снежок, он, знаете ли, все скрывает. Говорят, и мусор под снегом хорошо прячется. Но то, что уже сделали в ШИИСе и что там хотят сделать, от нас уже не утаишь. Целый год, больше года отважные люди сражаются там, буквально сражаются, потому что иначе как войной это назвать нельзя. Да, сейчас вот такая война в 21 веке, дорогие друзья, нас хотят завалить мусором. Что мы можем сделать, кроме нашей активности? Я каждый раз говорю о том, что мы активны в интернете, это прекрасно, но нас ждут там, нас ждут на передовой. И, конечно же, в первую очередь мужчины. Мужчины увидели тех женщин, прекрасных, безобидных женщин, которых бросали в помойные ямы, в ямы с отходами. Это было еще в самом начале сопротивления. А что сейчас происходит там, вы все прекрасно знаете, ежедневно в интернете отчеты. Стыд и срам. Это циничное отношение к собственному народу. Это просто никакими словами описать нельзя, даже матерными. Дорогие друзья, я еще раз хочу вам напомнить о том, что от каждого из нас зависит, в общем-то, чистота нашего края. Мне многие говорят о том, что, ну что вы там все за ШИИС, у нас вот тут своя городская свалка, в Дырносе пухнет, везде помойка. Да, именно, везде помойка. И может быть даже хорошо, что это случилось, чтобы мы все немножечко проснулись, обратили внимание на самих себя. Что мы сами делаем со своей собственной природой, когда мы, например, едем отдыхать? Посмотрите, что творится с нашими реками. Недавно, в конце буквально осени, одно предприятие провело такую акцию, они собирали, как речная лента, да, они собирали мусор всего 1 час вокруг нашего пляжа городского в Сыктывкаре. 15 кубометров мусора, набитая битком машина оттуда уехала. Это всего час, и человек 50 в этом приняло участие. И это, друзья мои, повсеместно. Это официальный пляж, на котором работают коммунальные службы. Что происходит у нас по всем нашим водоемам, где мы все отдыхаем? Это просто, каждый можно признать, экологической катастрофой. Везде упаковка, и об упаковке я отдельно хочу сказать. Мы с вами наверняка обратили внимание, как только мы приходим в магазин, подходим к прилавку, продавец подходит к нам и уже слюнявит пальцы, отлистывая очередной пакетик. Каждую маленькую хрень пакуют в маленький пакетик. Эти пакеты покроют скоро всю нашу землю. Потому что этим абсолютно никто не занимается. Раз. Два. Эти пакеты практически не перерабатываются. Даже пластиковые бутылки идут на переработку, а пакеты нет. Поэтому мы с вами, каждый из нас, должны потихонечку отказываться от одноразовых пакетов. Я не знаю, как-нибудь каждый сам что-нибудь в этом смысле для себя придумайте. Да, многоразовые сумки и прочее, прочее. Но это проблема, которая просто ежедневно нас сейчас накрывает. И ШИИС, и мы сами, каждый из нас, абсолютно являемся источниками этой огромной опасности. Я хочу о том, чтобы мы задумались о переработке мусора. Каждый из нас, у нас уже в Сыктывкаре есть раздельные контейнера, у нас уже принимают лампы, у нас уже принимают различный пластик. Об этом только нужно знать, нужно оторвать свою пятую точку от компьютера, не знаю, от дивана и пойти и это сделать. Да, конечно же, придется, возможно, завести не одно мусорное ведро, а 2 или 3. Но, друзья мои, мы с вами хотим дышать чистым воздухом. Тогда давайте сделаем это! Остановим ШИИС! Остановим этих мусорщиков! И будем следить каждый за самим собой, убирать за себя и за того парня! Всем здоровья, удачи, счастья и радости! Спасибо! День добрый, наши хорошие! Как здорово, что здесь собралось такое огромное количество. Значит, как только начался протест на ШИИСе, одновременно возникли стихийно протесты в городах. Так называемые эко-бессрочки. Люди собирались, чтобы поддержать тех защитников ШИИСа, которые находятся далеко. Донести свои слова и всю правду, которая происходит на ШИИСе, до простых людей. Сначала бессрочка возникла у нас в Архангельске, потом она возникает и в других городах. Сейчас занята бессрочкой несколько регионов. В 24 населенных пунктах существуют эти самые эко-бессрочки. По счастью, наш Сыктывкар тоже не миновала сия участь. И мы тоже приняли в этом участие. В конце мая первые 8 человек вышли на Стефановскую площадь.
Поддержать нас тогда вышли 8 работников правоохранительных органов. Да. С тех пор идет наше совместное пикетирование. Правда, пацаны стали сливаться. На этот раз приходит всего по 2 человека. Парни, держитесь, не сливайтесь. Вот. И теперь каждый день эти люди и в дождь, и в снег, в жару и в холод на Стефановской площади с 18 до 20 часов несут свою вахту. Это достаточно холодно, это достаточно тяжело, но мы не знаем ни выходных, ни проходных. Как защитники начавшихся, они стоят вместе с ними, здесь, доводя слова правды. Что они защищают? Они защищают, прежде всего, да, возможность чистого воздуха для себя и для ваших детей. И более того, они защищают ту среду чистую, на которой дает гарантия наша Конституция. И мы, защищая тем самым Конституцию, мы защищаем право и закон. Скажите, кто за право? Кто за закон? Долой должностные инструкции, долой временные финансовые интересы. Закон превыше всего. Закон! ШИС объединил людей с разными взглядами, с разными историями. У нас есть коммунисты, анархисты, у нас либералы и прочие разные. Это не важно. Все наши оказались взгляды. Все мы сплотились в единой беде. Все мы показали то, что мы новое гражданское общество, которое создается буквально на наших глазах. Мы с вами становимся не просто бессмысленной быдломассой. Мы с вами становимся не шелупонью. Мы с вами становимся гражданским обществом. И просим вас всех поддержать, вступить в это гражданское общество. Так, кто как может. Кто-то финансово, кто-то в интернете, кто-то может прийти на бессрочку и там встретиться и поговорить. Всего на митинге не расскажешь. Если что-то есть, всегда приглашаем всех на бессрочку. Вот. Итак. Люди вместе, мусор раздельно. Люди вместе, мусор раздельно. Люди вместе, мусор раздельно. К нам сегодня приехала Наталья Луговская из Котласа, с бессрочки Котласа, которая проводит свою бессрочку чуть ли не круглосуточно. Мы 2 часа в городе, а там почти круглосуточно бессрочка в Котласе. И еще хочу сказать, что очень многие говорят за чистый север, но как может быть чистым север, если мы не перерабатываем мусор? Мы каждый день выбрасываем сотни тонн мусора каждый день. Его надо разделять, и его надо перерабатывать. Об этом должны помнить наши власти, наши слуги. Они должны служить нам, а не говорить. И они должны слышать народ, они должны с народом разговаривать, его видеть. А кто здесь народом из властей? Кто? Поднимите руки. Кто из властных структур с народом? Нет таких. Поэтому от каждого из нас зависит. Разделяем мусор и требуем перерабатывающие заводы. Их сейчас огромное количество, самых разных. Весь мусор должен перерабатываться, и столетие республики мы встретим словами: «Республика Коми без своего мусора». У нас своего мусора нет, так же как в Дании, Финляндии, в Австрии и других странах. Республика Коми без своего мусора. За это мы боремся. Как мы такое допустили, что в самой богатой республике, богатой не только природными запасами, лесом, богата вот такими замечательными людьми, закрываются села, сокращаются школы, больницы, люди уезжают отсюда. И как мы допустили то, что здесь, на нашей границе, строят огромнейшую свалку для московского мусора? Ответ один. Мы допустили тех людей к власти. Тех людей, кто не отвечает нашим требованиям. Тех людей, которые принимают законы против нас.
Долой! И сейчас мы накануне, вот в следующем году будут выборы в Государственный совет в некоторые муниципалитеты. Мы должны одним кулаком ударить по той власти, которая сейчас есть. Одним кулаком ударить по Единой России, чтобы ни одного голоса ей не досталось. Чтобы нас представляли люди, которых мы видим каждый день, с которыми мы встречаемся по улице. Это наши соседи, у которых нет больших резиденций. Такой пример есть. Еще в советское время был у нас глава республики, да, Морозов, который жил в простой трехкомнатной квартире, но привлекал деньги из Москвы в республику, фактически построил половину республики. А сейчас нам подают альтернативный пример. Это нынешний наш глава, который приезжает сюда на неделю подписать какие-то документы и обратно уезжает во свояси. Нам такая власть не нужна. Мы должны объединиться для того, чтобы защитить республику. Мы говорим «да» чистой республике. Да? Мы говорим «да» сильной республике. Мы говорим «да» народной власти. Так мы мешу вам. Вы нас, сестам республикалы. Да! 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 Здравствуйте, шиесяне! Я знаю, что здесь не только сыктывкарцы, здесь Юрдама, здесь Яринск, здесь Жешев, здесь Мадмос, здесь все мои друзья, которые стоят со мной плечом к плечу на обороне Шиеса. Больше года длится противостояние по недопущению строительства мусорного полигона компании «Технопарк» и под поддержкой ГБУ «Московские дороги» и под эгидой и покровительством правительства Москвы. За это время создалась коммуна, гражданское общество, единомышленников, которые защищают наши с вами права. Я попрошу отпустить пока флаги, чтобы ваши руки отдохнули. Я хочу видеть ваши глаза, чтобы задние ряды увидели тоже выступающих. Под угрозой административных уголовных дел ни один защитник, который был привлечен к ответственности, еще не отступил от своего дела. Бороться за право людей. Нелегкая ноша выпала на их плечи, но это показатель воспитания и силы духа гражданина, который говорит нет партии жуликов и воров, которые способствовали захватить все государственные ресурсы страны, которые по праву принадлежат народу. Под молчаливым согласием президента сегодня это жулье разворовывает страну и лезет не только в карманы народа, но и пытается выжить нас с вами с нашей земли. В их планах очистить весь север от населения. Именно так они нас называют, население, которое населяет просто эту землю. Они хотят сделать север донором, откуда качают богатство наше. Вывозят лес, нефть, газ, уголь, драгоценные металлы. А здесь пытаются сделать еще дополнительно мусорный чулан. И на этом дополнительно заработать деньги. Не получится. Уже не секрет о том, что многомиллионные, многомиллиардные контракты заключены с Европой. По утилизации радиоактивных отходов. Экологи Германии сопроводили 12 вагонов, первый состав, который уже пришел до границ Российской Федерации. Пора просыпаться. Пора снять с себя оковы страха, которые сковывают от решительных действий. Отсидеться не получится. Враги идут к нам с вами домой. И пока они не обосновались на нашей земле, самое время выбить их отсюда любой ценой. Москва, уходи! 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 В Московской области таких полигонов ТКО уже полно. Кто, как не они, сейчас нам показывают пример, что будет у нас. У нас будет намного хуже. Молчать нельзя. Их ситуацию уже не изменить.
Нашу ситуацию мы еще можем изменить. У нас еще есть такая возможность. Но сделаем ли мы это? Решать нам. Все зависит от нас. У нас два пути развития событий. Либо мы проявляем свою неорганизованность, оправдываем себя, что у меня кредиты, у меня нет времени, у меня работа, бизнес. Москва это и хочет. Москва на это и надеется, на эту слабость. Именно то малое количество людей, которые сейчас ведут борьбу, не справится без нас. И полигон построят. Или второе развитие событий. Мы поднимаемся как единый народ. Брат за брата. Республика за Архангельскую область. И объединившись, мы сломаем хребет этой машине, которая пришла на нашу землю. ШИС наш! ШИС наш! ШИС наш! ШИС наш! Мы изменим навсегда историю о попытке бизнес-оккупантов при поддержке верховной воровской власти продавливать подобные проекты. Мы не позволим сегодняшнему президенту построить планы на наших детей. Вот вам! В отставку сегодняшнее правительство! В отставку! 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 Наша тайга с болотами, которую пытается погубить, она близко, она здесь, за лесной опушкой, 95 километров. Это недалеко. Это очень близко. ШИС сегодня, как бесстрашный герой нашего времени, за которым наблюдает вся страна, вся Европа, в которого верит и восхищается его смелость. Очнитесь, братцы. На нас смотрит вся страна. Или мы с защитниками ШИСа, или мы против них. Нейтральных здесь нет. Решать нам. Или мы промолчим. Значит, мы поддержим технопарк, ГБУ «Московские дороги» и сегодняшнюю власть. Молчать не будем! Молчать не будем! Молчать не будем! Вы сегодня своими сердцами растопили уже снег под своими ногами. Уже 13 градусов мороза нет, уже теплее даже. Это только за счет нас. Посмотрите, сколько сегодня хотели организовать мероприятий. Ничего не получилось. Все сознательные люди здесь. У нас все с вами получится. Но вы должны знать, никто за нас с вами это не сделает. Добрый дядя не придет. Я за то, чтобы... Стою здесь уже 4-й раз на митинге. Для того здесь стою, для того, чтобы здесь создавалась дружина. Дружина с Сыктывкара. Я не имею права вернуться на ШИС без своей дружины, чтобы встать плечом к плечу и дать отпор, показать полицейским о том, что у них не получится нас продавить. Мы возьмем власть в свои руки, в руки народа, и они перейдут на нашу сторону. Они будут служить народу. Сегодня так получилось, что воровская власть управляет ими. То есть они инструмент. Инструмент, то, что сейчас происходит. То, что нас арестовывают, то, что судебная власть идет по их указке действует. Но как только мы возьмем власть в свои руки, как только мы покажем свой железный кулак, они сразу перейдут на нашу сторону. Своими бездействиями, нерешительными действиями мы бросаем на чистую погибель тех людей, которые сейчас там, за опушкой, 95 километров отсюда. У них назад пути нет. Будем ли мы с ними, это зависит от нас. Завтра в 18:00 я приглашаю всех на бессрочку, чтобы там создалась дружина, которая поедет вместе со мной, вместе с нашими ребятами, с моими друзьями, которые здесь. Нас там очень мало. Мы 7 апреля собрали большое количество людей. Мы показали 22 июня, какое количество людей там собирается.
нужно обострять, нужно увеличить количество людей. Только большим количеством людей мы это остановим. Хватит терпеть, за нас это никто не сделает. Никто. Завтра всех жду вас в 18:00 на Стефановской площади. Создадим свою дружину Сыктывкара и станем плечом к плечу с Турдомой, с Яринском, с Жешертом и сломаем хребет этой машине, чертовой матери. Покажем, кто здесь сила. Дружина, просыпайся! Дружина, просыпайся! Руки прочь от ШИСа! Руки прочь от ШИСа! Руки прочь от ШИСа! Спасибо, земляки, я завтра вас всех жду. Будем создавать дружину. Мы вместе. Российский Объединенный Трудовой фронт выражает солидарность с борьбой трудящихся на ШИСе и считает ее борьбой именно трудящихся против капитала. Давайте вспомним, против чего мы только не протестовали за последнее время. Ну как последнее? Практически вот 30 лет как протестуем. Против реформы ЖКХ, против реформы образования, против пенсионной реформы, против. Чего мы только не делали, а какие были митинги! Сколько было народу, сколько было вылето, так сказать, наших пожеланий, самых хороших правительству. Но что-то как-то получается так, что мы этими вот так вот нашими действиями вроде как ничего и не делаем. А болезнь все распространяется, уже напоминает раковую опухоль. И такое впечатление, что мы лечим эту раковую опухоль клизмочками. А как называется эта болезнь в нашем теле общества? Капитализм, совершенно правильно! Вы сами все прекрасно знаете. А ведь самое интересное, что рецепты лечения этого самого капитализма имеются в истории нашей страны особенно. И главное, так сказать, кто эти рецепты изобрел, тоже всем известно. Их именами названы улицы. Это Ленин, Маркс, Сталин, Энгельс. Итак, вот давайте подойдем к любому чиновнику и скажем: что ж ты делаешь, гад? Ты зачем тут нам мегагалактическую помойку хочешь устроить? Он говорит: ты что, ребята, я за бабки, ко мне бабки в регион придут. Подойдите к любому предпринимателю, кто там занимается извозом мусора. Зачем нам эта мегагалактическая помойка? Он скажет: я за бабки. То есть что? Интересы капитала превыше всего. Но что показал нам ШИС? Самое главное, если еще мы раньше обращались к правительству, государству и говорили, даже люди на предприятиях говорили: у нас государственное предприятие, потому что знали, к частному собственнику нам уже ходить незачем, он нас пошлет куда подальше, то в данном случае наше государство показало себя как совокупный капиталист. И ничто иное, кроме как понимать его как совокупного капиталиста, у нас не получается. Что же нам теперь делать? Как нам быть? Вот давайте вместе подумаем, кто привез соляр на ШИС? Кто привез? А кто в грузовике сидел? Путин лично, да? Нет, в грузовике сидел рабочий. А кто водит поезда на ШИС? Рабочие. Кто водит вертолеты? Рабочие! Кто будет строить эту мегагалактическую помойку? Рабочие! Какие интересы рабочих? Прямо противоположные капиталу. Это уверенность в завтрашнем дне, это будущее своих детей. И у капитала все наоборот. Прибыль и ничего, кроме прибыли. Таким образом, у всех рабочих интересы абсолютно одинаковые. Это бесплатное образование, бесплатная медицина, чистая земля, уверенность в завтрашнем дне, уверенность, что тебя не выкинут с работы. Как это все называется? Социализм! Вы должны бороться за социализм, и тогда никаких мегагалактических помоек у вас под носом не будет. Итак, договорились.
Будем бороться за социализм. А какая форма организации трудящихся в борьбе за этот самый социализм существует? Как? Кто что говорит? Первая русская революция выносила и отлила, я хотел сказать, граните, нет, отлила в чугуне трудящихся эту самую форму и закалила ее во время первой русской революции. И называлась она Советы. Так вот, проблема ШИСа не проблема одного предприятия или создания профсоюза. Проблема ШИСа не одна точка в виде Урдамы и ШИСа и вокруг нее 100 километров. Проблема ШИСа общегосударственная. Это политическая проблема. И здесь капитал со всей своей мощью крупнейшего государства, одного из самых крупных государств на планете, противостоит трудящимся. А форма организации трудящихся на сегодняшний день никто ничего лучше не придумал. Одна – это советы. Поэтому надо создавать советы как формы самоорганизации трудящихся. Будут советы, будет вам справедливость и будет мирное небо. Итак, советы. А что такое советы? У нас скажут любые. Вот у нас есть Дума, например, да? Дума решает наши проблемы трудящихся? Нет. Советы, люди выбираются от предприятия. Самые лучшие рабочие идут в совет. И самое главное в совете, что отличает от любого буржуазного парламента? Прямой отзыв депутата с любого уровня. И пока это будет сохраняться, это и будет настоящая демократия, настоящее общество трудящихся, настоящий социализм. Да здравствует социализм, да здравствует советская власть. Долой капитализм, правильно. И в окончании, так сказать, своей речи я поздравляю всех с великим днем Великой Октябрьской социалистической революции! Ротфронт! Добрый день, уважаемые участники митинга! Добрый день, город Сыктывкар, Республика Коми, Архангельская область, все россияне! Мы сегодня собрались, чтобы выразить свое «нет» строительству полигона смерти на станции ШИЭС. Мы благодарны всем жителям Республики Коми, всем россиянам, которые встали на защиту ШИЭСа. Мы чувствуем, что народ объединился. Мы дежурим вот уже несколько месяцев на посту переправа. Пенсионерам, которым уже под 80 лет, а мы не сдаемся и будем продолжать эту борьбу до победного конца. Нам непонятно действия правительства России. Посмотрите, МВД, Росгвардия охраняют частные предприятия за счет федеральных средств. Пора Счетной палате Российской Федерации Алексею Кудрину провести проверку этих ведомств о нецелевом использовании федеральных средств. Эти федеральные средства надо направлять на социальные нужды. Нет строительству полигона на станции ШИЭС. Мы за чистый север, за чистую экологию. Зачитываю резолюцию митинга протеста против строительства полигона для московского мусора, антинародной политики действующей власти и в связи со 102-й годовщиной Великой Октябрьской революции. Мы выражаем категорический протест против незаконного строительства полигона для московского мусора вблизи с границей Республики Коми. Объект, строительство которого ведется без проведения общественного обсуждения, без проведения оценки воздействия на окружающую среду, без экологической экспертизы, угрожает нам, угрожает экологической безопасности не только Архангельской области Республики Коми, но и всему Европейскому северу, включая скандинавские страны. Федеральный центр рассматривает наши территории только как сырьевой придаток.
В бюджет Российской Федерации Архангельская область и Коми перечисляют сотни миллиардов рублей, взамен получая только мусор. И нас расценивают как людей второго сорта. Эта колониальная политика Москвы приводит к росту социальной напряженности, ведет к мощному взрыву народного возмущения, усилению эскалации по ШИЭСу, возможно, приведет к полномасштабной гражданской войне и к распаду российского государства. Но мы этого не хотим. Действия, осуществляемые партией «Единая Россия» и ее депутатским корпусом, враждебны интересам большинства народа. Они ведут к разрушению базисных основ государственности. Коррупция, криминал, политические преследования, полицейский беспредел, заказное правосудие стали нормой жизни нынешнего государства. Факт рейдерского захвата совхоза имени Ленина, тотальное преследование кандидата Грудинина и губернатора Левченко, полицейские акции против защитников ШИЭСа и преследование активистов являются тому подтверждением. Как и в 1917 году, действующая власть перестала представлять большинство граждан, поэтому мы должны защитить сами себя. В связи с этим мы требуем немедленной отставки главы Республики Коми Гаврикова и всей его команды, сочинских гастролеров, а также губернатора Архангельской области Орлова, мэра Москвы Собянина, президента Путина и главы правительства Медведева. В отставку! В отставку! Также мы требуем проведения независимого расследования по факту участия подразделений полиции, Росгвардии и ОМОНа из Республики Коми в военно-полицейской операции по незаконной доставке топлива на ШИЭС. Требуем! Требуем! Также требуем проведения республиканского референдума о запрещении ввоза мусора в Коми из других регионов. Потому что ШИЭС — это первая ласточка. Если ШИЭС отстоим, вполне возможно, и к нам они попытаются завести также мусор. Также требуем отмены мусорной реформы. Это все фикция. Расторжение контрактов с Уфтажилфондом, которое не справляется со своей работой. Нужно ввести раздельный сбор мусора по всей стране. И последнее, предлагаем прекратить незаконное преследование активистов. Сейчас вот выступали сколько активистов, из них половина фактически сейчас под судами. То есть Михаил Габов, Виктор Вишневецкий, то есть все фактически, можно сказать, уже по административным и уголовным делам пытаются возбудиться. И в конце, мы считаем, что люди во власти своими действиями или бездействием, способствующие превращению Республики Коми в помойку для московского мусора и колониальный придаток Москвы, в том числе партия «Единая Россия», должны быть отстранены от власти. Мы призываем всех объединиться в широкую коалицию для установления истинно народной власти во имя спасения Республики Коми. Да здравствует власть народа! Да здравствует власть народа! Да здравствует власть народа! И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Руки мои в морщинах, с тех пор прошло много лет, и сил все меньше и меньше, а стенам износу нет.